Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Мы продолжаем наши выпуски из средней общеобразовательной школы номер 7 города Якутска. И я снова рада представить Алевтину Вахрушеву. Алевтина Станиславовна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вот что вы видите, о чем вы думаете, да, какие ассоциации при виде вот этого? Вот кажется, что настоящий, да, а на самом-то деле нет. Это тюльпаны, конечно же, весна, женщины, праздник, вообще хорошее настроение. Солнышко. Да? Солнышко, главное. да. А тюльпаны эти не живые, конечно, они из такого интересного материала, всем нам известного, да, фоамиран. Фоамиран. Называется. И делаются они, я так понимаю, очень просто. Очень просто. Да. Угу. Сейчас Можно и с деточками посидеть, сделаем, да? Вместе в домашних условиях сделать. Ага. И что нам понадобится? Нам понадобится фоамиран, тонкий, примерно, по-моему, 7 миллиметров называется, 0,7 он называется. Нам понадобится гофрированная бумага, не слишком, да, она правильно называется чуть по-другому, ну, я не помню. Ага, Нам понадобится проволока, примерно 20 сантиметров, любая более такая толстая проволока, Плотненькая, да? И заготовка для самого цветка. Ну, еще некоторые мелочи понадобятся, такие как чайная ложка, утюг и горячий клей. В общем, все, что в принципе может быть дома. Да, заготовку мы рукодельниц. сделали, кстати, прибегая, где-то мы тоже видели, не все мы сами придумываем, прибегая к такой хитрости, как 3 раза обвести ложку, ложечку. да, и потом уже Лайфхак. берем заготовку. Нам понадобится 2 таких детали из фоамирана. Просто ее обводим, да? Да, обводим. Лучше всего, конечно, обводить ее зубочисткой или чем-то острым. Но я, как говорится, в силу возраста уже обвожу это карандашом. Чтобы не было видно, да? Да. Ага. Все время детям говорю экономнее, а сегодня сама сдвинула. Обводим и вырезаем. Так, это у нас трехлистник, это один цветок, да? Да, или как? один цветок. Он у нас состоит из 2 деталей фоамирана. С фоамираном довольно-таки просто тоже работать. Единственный минус, что чаще всего с ним нужно использовать горячий клей. А это опять-таки в условиях урока не всегда очень удобно. Поэтому, когда мы работаем с детьми, уже начинаем либо под присмотром, привлекая родителей, либо только с 7-8 класс. Постарше, да? С 5-классниками уже не поработаешь. Ну, конечно, придумываем различные хитрости, придумываем без клея. Вот как раз в Новый год мы делали фонарик из фоамирана глиттерного. Он у нас абсолютно без клея, и его спокойно делают 5-классники. Так, включаем утюг. Утюг мы ставим между 2 и 3 температуры, чтобы он был не сильно горячий. Так, теперь нам нужно нагреть вот эти части. Опять понадобится наша ложка. Нагреваем, прикладывая чуть-чуть. Температура здесь небольшая, поэтому не страшно. И с помощью ложки придаем такую выпуклую форму. Вот как, для чего? Он очень быстро
приобретает форму фоамиран. Такой послушненький, да? Ага. Вообще очень эластичный материал. И растягивается, как тебе нужно, и подтягивается. Так, вот такую выпуклую форму мы делаем. Здесь главное определиться, в какую сторону мы хотим больше листик сделать выпуклым. И со второй деталью делаем то же самое. Лучше всего, конечно, чтобы подошва утюга была абсолютно прямой. Для этого очень хорошо подходят старые утюги или специальная такая подошва, которая мягкая называется подошва, натягивается на утюг. А вот детям, кстати, аккуратнее, да, работать? Ну, такую работу обычно мы детям не доверяем, мы ее делаем сами, благо это недолго. Поэтому, уважаемые родители, только под вашим чутким присмотром Так, на этом утюг доверяйте нам больше не такую понадобится. работу детям. Все, работа утюга закончена. Так, нам понадобится горячий клей. Тоже нужно использовать с подставкой. Нагреваешься. Так, дальше мы придаем нашим листикам более такой естественный вид. Для этого мы берем зубочистку. И с выпуклой стороны, она уже никуда не денется, рисуем такие прожилки для листочков. Так, всяко разно, как говорится, стараясь сделать более приближенным его к настоящему. Чаще всего мы делаем одну прожилку в серединке и потом боковые лучики. Ну, некоторые детки, которые видят как художник, они, конечно, тоже прям как настоящие выполняют. Откладываем вторую часть. А вообще в силу того, что сегодня многие дети, да, это ни для кого не секрет, сидят в смартфонах, да, насколько сегодня уроки труда, уроки технологии все-таки популярны, нравятся детям современным, как вы считаете? Ну, тоже есть такая проблема, конечно, мы тоже отрываем их в реальный мир, но здесь тоже нужно хитрость иметь и как бы подводить их к тому, чтобы они использовали свой гаджет во благо. Либо что-то интересное нашли, предложили что-то. Какой-то мастер-класс, да? Да. Тоже посмотреть. Можно даже записать различные их какие-нибудь да? лайфхаки, да. Все что угодно так. И возьмем красный, чуть масляный мелок. И проводим серединки, так чуть-чуть оттеняем, как бы мы эти. Ой, я помню такие тоже из детства прям. Ага, но простые мелки не подходят, нужны масляные. Они тоже сейчас везде. Да, и сразу вот рисунок приобретает. Да, и как бы наши прожилки уже красиво, проступают. да. Для большего эффекта мы еще сделаем небольшую даже растушевку губкой. Подойдет абсолютно любая губка. Ух ты. От упаковки, даже Спасибо. кухонная подходит. И получается вот такой вот листочек Да, у нас. очень красиво. Покажем, как получилось. Так, естественно, да? Да, можно еще, кстати, использовать белый мелок, но я вот что-то он у нас закончился. Новый не взяла. С белым тоже вообще красиво, если делать сгибы листочков. И вот мы уже растушевку сделали. Как видим, наши листочки все равно имеют выпуклую форму. Так, далее нам понадобится проволока. Проволоку берем любую, 20 сантиметров примерно, стандартная длина. Здесь тоже кто с какой привык работать. И потом с помощью ветоши, очищая и заодно выпрямляя, расправляем проволоку. Дальше мы будем работать уже... Так, это убрать можно? Давайте. Дальше работаем уже с бумагой гофрированной.
Так, еще нам нужно будет сделать в цветочке такое тычинки. Для этого мы тоже отрезаем примерно 2 сантиметра гофрированную бумагу, и длиной можно, ну, до 10 сантиметров, кто как любит, кому попушистее. И нарезаем на такие кисточки. Не слишком крупные, не слишком мелкие. Как говорят мои детки, мы же в цветок заглядывать не будем, но все равно красота это вот должна как раз быть вот красивой. внутри, да, то, что у нас будет видно. Да, красота должна быть красивой. Да. Так, и дальше у нас уже идет работа с горячим клеем. Так. Изначально нет. Сначала мы будем обматывать наш стебелек. Верхушечку мы оставим. Чуть-чуть горячий клей намазали и слегка под углом В трубочку тогда. скручивать. В процессе работы проволока у нас тоже может гнуться немножко, но это дело поправимое. Не совсем под углом пошла моя бумага. Добавляем капельку клея и опять выкладываем бумагу нашу под углом. Можно, конечно, использовать готовые стебельки, сейчас все что угодно есть, но гораздо интереснее сделать это Самому. Да, посмотреть, что же получилось в конце-то концов. Пальцами бумагу мы выправляем так, как нам удобнее. Остатки можно отрезать и кончик закрепить. Вот. Еще горячий клей имеет такую хорошую привычку пускать паутинку. Вот эту паутинку, вот тоже для этого у нас рядом и находится наша ветошь. Так, ну вот стебелек у нас примерно готов. Дальше мы берем одну часть Прокалываем, нашего, да, в серединке прокалываем. Так, и к нему также вторую часть прикладываем. Прокололи, для того, чтобы они не двигались, можно скрепить капелькой клея. И обратно вдеваем. Так, дальше нам нужно сначала проработать внутреннюю часть нашего тюльпанчика. Вот здесь как раз таки наша бахрома подойдет. Промазываем стержень клеем и аккуратно накручиваем нашу бахрому. Также можно сделать не только тюльпанчик, наверное, но и розочку, Да, да? очень много разных цветов. по сложности, но сейчас, как бы говорится, и по надобности, и по сложности тюльпанчик у нас оказался на первом месте. Клей наш не прикрепил. Не желает сегодня работать со мной клей. Ну что с тобой? Отошел стержень, оказывается. Когда хорошо прикрепится, он спокойно закручивается. Когда капризничает, приходится, конечно, немножко повозиться. Все бывает.
таким вот образом закрепили. Очищаем все наши ниточки, паутинки. Так, и обратно разворачиваем наши листочки. Здесь тоже Так, подклеить, да? вот надо? здесь нам теперь нужно соединить две стеночки. Ага. Сбоку аккуратно мы подклеиваем. Это что сегодня склеено у меня? Ушел куда-то капельку. Фили и соединяем. Так, подержали. Клей очень быстро схватывает фоамиран. Затем то же самое проделываем со второй стеночкой. И на третьем лепесточке соединяем. Вот теперь нам нужно закрыть вот эти вот наши как бы швы вторым слоем, вторыми лепесточками. Все тоже очень быстро. Придержали. Второй лепесточек. И третий лепесточек. Вот такой вот раскрывающийся тюльпанчик у нас уже почти есть. Дальше мы уже можем сделать сюда листочки. И Очищаем от паутинки. да, очищаем все от паутинки. Лепесточки мы делаем из той же самой бумаги. Можно делать широкие, можно делать узкие. Я в основном делаю где-то 3-4 сантиметра. Можно, конечно, начертить, кому это интересно, но мы в силу экономии времени в основном вырезаем всё на Примерно мы глаз, знаем да. форму, да? Листочка. Чуть шире делаем серединку для того, чтобы потом ее выправить. И аккуратно пальцами тоже как бы, ой, делаем выпуклость. Здесь перестаралась. Бывает. Ну, можем один сделать, да? То же самое смотрим, на каком уровне мы будем прикреплять этот лепесток. В основном это бывает чуть-чуть под головой цветка. И с помощью клея прикрепляем более широкой частью внизу. Ну а далее можно сделать несколько цветов и собрать их в букет. Целый букет можно Различный, сделать, да? Для красоты. Более такой оптимальный вариант, я считаю, розовый цвет, поэтому Да. выбрала сегодня розовый цвет. Мой любимый. Ну, очень похож на натуральный. Издалека и не различишь. На этом все. С Да, наступающим. Спасибо. И вас с наступающим. Алевтина Станиславовна, я хотела бы вас поблагодарить за вашу оперативность, да, сразу вот чувствуется учитель, чувствуете время, да, профессионал. Да. Спасибо. Вам огромное спасибо, что делитесь не только с ребятами, да, с вашими воспитанниками, учениками, своим мастерством, но и поделились этим с нами, с нашими телезрителями. Я думаю, что мы с вами еще увидимся, потому что, я думаю, очень много у вас припасено интересного. Есть. Да, поэтому с радостью еще хотели бы с вами встретиться, поработать. Успех в работе, в учебе. Вы сказали, что все еще учитесь, да, продолжаете, не стоите на месте, и это чудесно. Вам успехов, огромное спасибо и до встречи. Спасибо вашей передаче. Тоже успехов, долгой работы. До свидания. Спасибо, спасибо. На этом наша программа подходит к концу. Будьте прекрасны, творите, создавайте.